Вы смотрите «Вести Тимана-Сосногорск». В студии Влада Гришаева. Здравствуйте. По поручению главы Республики Коми Сергея Гапликова в 2020 году на благоустройство общественных и дворовых территорий, а также улично-дорожной сети из республиканского бюджета будет выделено 634 миллиона 500 тысяч рублей, что на 200 миллионов 300 тысяч больше, чем в текущем году. Этот вопрос был рассмотрен 15 октября на заседании Государственного совета Республики Коми, в ходе которого Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов представило государственную программу «Современная городская среда на территории Республики Коми». Мероприятия госпрограммы направлены на содействие в реализации муниципальных программ формирования современной городской среды, а также народных проектов в сфере благоустройства. Эта программа реализуется в Коми с января 2018 года. За это время в республике благоустроено более 450 пространств – дворов, парков, скверов, тротуаров, набережных и улиц. В Сосногорске продолжается снос ветхих сараев, представляющих угрозу безопасности горожан. На этой неделе работы производились на улице Пушкина. Подобные ветхие строения можно увидеть во многих дворах. Даже по их внешнему виду можно понять, что по назначению они уже давно не используются. А вот стать причиной пожара или травмы вполне способны. Именно поэтому, по заявкам самих жильцов, Управление жилищно-коммунального хозяйства продолжает избавлять город от опасных построек. Так, например, недавно сараи были снесены на улице Горького. Теперь работы произведены и в промышленной части Сосногорска. Было проведено комиссионное обследование, в ходе которого мы установили, что постройки находятся в полуразрушенном состоянии и представляют угрозу пожарной безопасности. Мы развестили объявление с просьбой собственников предоставить документы на строение. И в связи с тем, что собственники не были найдены, сегодня мы демонтируем эти сараи. В Управлении жилищно-коммунального хозяйства отмечают, что работа по сносу ветхих сараев будет продолжена. В ближайших планах демонтаж таких построек на улицах Пионерской и Ленина. Андрей Калиничев, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. Очередная прямая линия состоялась на этой неделе в общественной приемной главы Республики Коми по Сосногорскому району. На вопросы жителей муниципалитета отвечали представители Государственной жилищной инспекции, а также прокуратуры. Если взять все вопросы, поступившие на прямую линию, то обобщить их можно по одному признаку. Собственники и управляющие компании не слышат друг друга, поэтому и нужны посредники – Госжилинспекция или прокуратура. Несколько лет жильцы дома номер 15 в 5-м микрорайоне пытаются разрешить ситуацию с собственником на 1-м этаже. Из-за того, что он поставил лишние регистры, тепло до 5-го этажа не доходит совсем. Батареи холодные. Ваша управляющая компания прислала эту информацию к нам в жилищную инспекцию. Да, есть фотографии. Это обращение управляющей компании сейчас отрабатываем в данный момент. Поскольку собственник сам не хочет демонтировать регистры, вопрос придется решать через суд. В суд предстоит обратиться и жильцам дома 2Б по улице Лесной, но теперь уже за перерасчетом тарифов. Прокуратура отменила постановление о повышении тарифов, но управляющая компания перерасчет делать отказалась. Часть вопросов можно решить, минуя государственные инстанции, но тут уже все зависит от самих собственников. Например, жильцы дома номер 5 по улице Нефтяников в поселке Нижний Одес общедомовым собранием должны утвердить работы по оборудованию ливневой канализации. Чтобы эти работы выполнить, нужно, чтобы это имущество было общедомовым. Для этого необходимо проведение общего собрания. Для выполнения этих работ нужно решение общего собрания. Если решения общего собрания нет, как говорится, кворума нет, то управляющая организация это сделать не может. Ливневая канализация может быть сделана за дополнительную плату за счет стоимости тарифа минимального перечня. Обратились на прямую линию и активисты деревни Винла. Обозначили сразу 3 вопроса. Неработающая колонка, сломанный мост и неработающие интернет и мобильная связь. Андрей Калиничев, Наталья Максимова, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. Муниципальный проект «Активное долголетие» охватывает практически все сферы деятельности. Людям пожилого возраста на выбор предлагаются спортивные и творческие мероприятия, овладение цифровыми технологиями, беседы на различные темы. Об одном из направлений в нашем следующем сюжете. В Центре Коми-культуры каждую среду в 10 часов утра за большим столом собираются мастерицы почтенного возраста. Кружок так и называется «Зарник Ес», что в переводе на русский означает «золотые руки». Руководитель кружка Людмила Терентьева учит своих подопечных рисовать, делать куклы, лепить из соленого теста и многому другому. Татьяна Канева – пенсионерка. Она посещает кружок уже 4 года. Сюда ее позвала приятельница. Татьяна Михайловна ни на минуту не пожалела о своем времени. Когда мне предложили посетить данное заведение, Центр Коми-культуры,
Я вообще была поражена тем, что здесь собираются такие активные, такие позитивные, такие хорошие люди. Мне нравится то, что меня здесь встречают, меня здесь любят, мной интересуются. Мне нравится то, что вот я прихожу, и девочки, мы друг друга называем девочками, хотя возраст у нас от 50 до 70 и выше. Мы все друг друга уважаем, мы любим друг друга. По словам Татьяны Михайловны, заниматься творчеством – это большая радость. И пусть трудно, но очень интересно. Все это для меня было впервые, это очень интересно. И я считаю, что не надо сидеть дома на пенсии. Надо выходить в люди. В Центре коми-культуры постоянно проводятся выставки работ кружковцев, хотя большинство поделок мастерицы забирают домой, радуют своих близких. Татьяна Канева не только занимается творчеством, но и посещает уроки коми-языка, которые проводятся здесь же, в Центре коми-культуры, каждую пятницу с 11 часов. В молодости Татьяне Михайловне изучать язык было негде. Сейчас есть и свободное время, и желание. Почему я его учу? Потому что я коми. Мама моя коми с Устюхты. И в детстве я разговаривала, но в школе мы никогда не учили коми-язык, у нас этого не было в наше время, к сожалению. Вот. А сейчас я с удовольствием учу коми-язык, я уже умею читать, я уже не вспоминаю слова, и я, когда мы с Ольгой Александровной говорим на коми-языке, мне кажется, что вот надо мной витают мои родственники коми, которые меня благословляют на это дело. В Центре коми-культуры всегда рады не только детям, но и взрослым. Ведь познавать мир и открывать в себе новые таланты никогда не поздно. Ни в 50, ни в 60, ни даже в 80 лет. Андрей Калиничев, Наталья Максимова, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. А теперь коротко о погоде на ближайшие дни. Средняя температура воздуха ожидается выше климатической нормы на 2 градуса. Предполагается, что в течение месяца характер погодных условий в основном будет определяться воздействием североатлантических циклонов. Ожидается облачная погода с частыми осадками и лишь кратковременными сухими периодами. По ночам ожидается -1, -2 градуса. Днем около 1-2 градусов тепла. В завершении выпуска информация для всех неравнодушных горожан. 19 октября в Доме культуры «Горизонт» состоится благотворительный концерт «Дети детям». Все денежные средства, собранные в рамках мероприятия, будут направлены на лечение юных сосногорцев Кирилла Жеренкова и Гоши Москалева. Напомню, концерт состоится 19 октября, начало в 15 часов. А я на этом с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания.